В эфире «Деловая Ингушетия», в студии Залина Хамхоева. Здравствуйте. Федеральная налоговая служба поменяла правила списания налоговых задолженностей, которые уже невозможно взыскать. Изменения утверждены приказом ФНС от 27 февраля 2026 года и зарегистрированы в Минюсте 31 марта. Обновляется сама процедура списания. Если задолженность зависла на едином налоговом счете, давно уходит в минус, но взыскать эти деньги налоговая уже не может. Такой долг могут официально признать безнадежным и списать. Причин, по которым долг могут признать безнадежным, может быть много. Например, истек срок взыскания или есть другие основания, предусмотренные налоговым кодексом. По сути, речь не о новой льготе для должников, а о более четком порядке работы с такими долгами, как именно налоговая фиксирует, что этот долг взыскать уже нереально и каким документом это оформляется. С 1 ноября 2025 года ФНС получила право работать с задолженностью физических лиц и самозанятых во внесудебном порядке. Проще говоря, во многих случаях ей больше не нужно сначала идти в суд. Как выясняет ФНС, это изменение связано с тем, что приказное производство у мировых судей давно превратилось в формальность. Ежегодно выносилось до 6 миллионов судебных приказов, но отменялось только 5% из них. В России зафиксировано значительное увеличение складских запасов сыра на фоне умеренного роста потребления. По информации отраслевой ассоциации, к началу апреля запасы сыра выросли на 21% в годовом выражении и достигли 77 тысяч тонн. Это на 52% выше средних значений за последние 5 лет. При этом производство в первом квартале увеличилось лишь на 3% и составило 210 тысяч тонн. Основным фактором накопления запасов стал рекордный объем производства сырого молока, в прошлом году достигший максимума за последние 3 десятилетия. Дополнительное давление на рынок оказывает замедление экспортных поставок и конкуренция с белорусской продукцией. В России приняли поправки, которые помогут малому и среднему бизнесу мягко перейти на обновленные налоговые условия. Новые правила затрагивают упрощенную систему налогообложения, ПСН и НДС, а также дают предпринимателям дополнительные возможности сохранить льготы, оптимизировать налоги и избежать резкого роста нагрузки. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба на своем официальном сайте. Компании в сфере общественного питания, применяющие упрощенную систему налогообложения, временно освобождены от уплаты НДС с 1 апреля до конца 2026 года. Доля профильной выручки при этом должна составлять не менее 70%. Также ИП на УСН получили освобождение от НДС, если в 2025 году они превысили лимиты в 20 миллионов рублей только за счет процентов по банковским вкладам и остаткам на счетах. При этом общий доход не должен превышать 60 миллионов рублей. С 17 по 19 июня в Казани проходил Международный экономический форум, на котором состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Ингушетия и Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан. О чем договорились стороны, смотрим далее в интервью. С 14 по 19 мая в городе Казань проходил Международный экономический форум, и в рамках этого форума прошел саммит, в котором участвовала наша республика, а конкретно наша торгово-промышленная палата. Сегодня у нас в гостях президент Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия Радмила Нальгиева. Приветствую вас в студии нашей программы. От самого участия, какие ключевые задачи вы ставили перед Торгово-промышленной палатой Ингушетии, участвуя в форуме, и каких договоренностей, соглашений в итоге получилось достигнуть? Первая и постоянная задача – это презентовать потенциал Республики Ингушетия. Именно в этом мероприятии речь шла о креативной экономике, поэтому мы ставили задачу максимально рассказать о том, что есть, что делается и что необходимо сделать. Касательно соглашений, да, мы подписали соглашение с нашими татарскими коллегами. Креативной экономике сейчас уделяется огромное значение, много внимания, много ресурсов направляется, чтобы ее развить. А вот как вы думаете, в развитии креативной экономики
На каком уровне находится потенциал нашего региона? Потенциал высокий, он огромный, можно так сказать. Дело в том, что на полях Казань-саммит Торгово-промышленной палаты Российской Федерации была организована сессия как раз с советом, комитетом, который занимается развитием креативных индустрий. И вот там нам выпала возможность как раз презентовать тут огромный потенциал Республики Ингушетия, который существует, который не до конца раскрыт и используется, если мы говорим об экономике. Какие темы форума для Ингушетии были наиболее практичные? То есть уже сейчас, естественно, это цифровизация, да, поддержка экспорта, кооперация. Совершенно точно. Вот вы заметили, и первое у вас прозвучало развитие искусственного интеллекта. Также на площадке форума была организована тоже сессия, посвященная развитию искусственного интеллекта и как раз внедрением его в работу систем торгово-промышленных палат России. Сессию открыл президент торгово-промышленной палаты и модерировал ее Катырин Сергей Николаевич. Как раз там говорилось о том, насколько быстро, да, мы должны трансформироваться, успевать за временем и обязательно внедрять искусственный интеллект в свою работу для того, чтобы ускорить обратную связь для бизнеса, ускорить оказание услуг. И наши коллеги с регионов России и не только и со стран исламского сотрудничества делились опытом о том, кто и как уже сейчас внедряет. Конечно, это хорошее мероприятие, когда ты берешь для себя чей-то опыт и внедряешь его с учетом специфики региона. То есть да, мы уже используем какие-то инструменты, связанные с искусственным интеллектом, но еще предстоит многое внедрять, потому что все очень быстро меняется, появляются совершенно новые инструменты, которые, безусловно, для нашего бизнеса... Искусственный интеллект тоже модернизируется, да, с каждым годом? Совершенно точно. Одну версию загрузил, да, потом совершенно точно. От малого к большему, за ним нужно успеть. Вот как вы видите цифровизацию услуг торгово-промышленной палаты? Применяем эти сервисы, используем у себя в работе. То есть сегодня, например, стать членом торгово-промышленной палаты можно без визита в палату. Это все делается дистанционно. Заходите на сайт, оформляете заявку. Это все оформляется с помощью дистанционных программ. Кроме того, торгово-промышленная палата выдает документы, связанные с экспортом продукции. То есть сейчас фактически уже 70% нашей работы это тоже в рамках одного окна, в рамках цифровизации, совместно с экспортным центром Российской Федерации. То есть фактически сейчас бизнесу не нужно физически приходить в палату, это все делается дистанционно. Это очень сильно облегчает жизнь предпринимателям, можно так сказать, и ускоряет процессы. Потому что для бизнеса самое важное, конечно, это скорость оказания услуг. Для бизнеса всегда важно быстро получить услугу, которая ему нужна, потому что производство либо сфера услуг, она не ждет. И чем быстрее бизнес получит ту или иную услугу, за которую он обращается в ТПП, значит, быстрее будут проходить у него процессы внутри. Здесь сложно сказать, вот вы сказали, да, 500 услуг, не все они востребованы в нашей республике, в каждом регионе есть свои услуги, которые бизнес... Адаптированы, да, которые пользуются, где-то они не пользуются спросом, но тем не менее... Так или иначе, они не представлены? Как? Ну, представлены, и бизнес может выбирать. Да, безусловно, они представлены, просто есть те, которые наиболее актуальны, которыми чаще пользуется бизнес. Они представлены, но у нас есть определенное количество услуг, условно, их больше 20, которые пользуются наибольшим спросом. Но я хочу сказать, что, как время показывает, все больше и больше услуг бизнес интересует. Те, которые, например, раньше совершенно сложно было предположить, что наш бизнес будет пользоваться. У нас развивается экспорт, не так быстро, как нам хотелось бы, но тем не менее и другие услуги. Помимо экспорта, какие еще услуги вас, скажем так, по своей популярности удивили? Сейчас в последнее время это связано тоже с креативной экономикой, это регистрация прав интеллектуальной собственности. Мы начали заниматься этим около 2 лет назад. Мы начали вести агитационную работу среди своей членской базы, среди вообще предпринимателей региона, говорить о том, насколько это важно. В общем, тогда еще на тот момент не был принят еще федеральный закон о креативных индустриях.
Но тогда мы понимали, насколько важно все-таки и любой бренд, любое развитие территории начинается именно с регистрации прав интеллектуальной собственности, и по-другому никак. Это интеллектуальная собственность, это, вот, да, это то, что придумал ваш интеллект. Да. Интеллект предпринимателя. Тот же самый личный бренд, да? Совершенно точно. Это когда вы, например, решили вдруг создать коллекцию женской одежды и решили назвать ее названием, которое сгенерили вы. Это не искусственный интеллект, это вот лично ваша инициатива, это ваша фантазия. Может быть, это связано с территорией, может быть, это связано с вашими какими-то личными, да, вопросами. Если мы говорим касательно регистрации товарных знаков, есть регистрация полезных моделей, да, это когда регистрируются патенты. Вы, может быть, что-то изобрели, это тоже ваш интеллектуальный труд. Если кто-то нарушит, скажем так, да, вот, границы интеллектуальной собственности, чем это может грозить? Если вы зарегистрировали права, почему мы агитируем, да, именно в этом направлении, именно регистрировать права, тогда вы можете... Только в случае регистрации прав? Только в случае регистрации прав. Если вы за собой закрепили такое право, зарегистрировав, условно, товарный знак, и завтра кто-то использует ваш товарный знак, вы можете обратиться в суд. И сейчас, значит, штрафы за использование чужого товарного знака выросли до 10 миллионов. Соответственно, вы можете обратиться, и более того, вы можете посчитать, какой ущерб, предполагаемый контрафакт, да, под вашей торговой маркой вам причинен, и тоже это вменить, собственно. А вот если не полностью скопировать, скажем так, к примеру, название бренда, концепцию бренда, да, задумку определенного бренда, но все-таки вот видно, да, что вот основные черты были сворованы. Я не знаю, как это уже по-другому сказать, но здесь тоже, да, идет нарушение прав собственника. Вы знаете, сейчас Роспатент очень внимательно стал относиться к этим вещам. Всегда относились, но сейчас более внимательно. То есть не обязательно точное копирование? К сожалению, сейчас, наверное, даже к счастью, сейчас невозможно зарегистрировать товарный знак, поменяв одну букву или запятую. Более того, сейчас не проходит регистрация товарных знаков, даже если у вас могут быть разные буквы, да, в названии. Но звучание одинаково. Для того, чтобы не вводить в заблуждение потребителя, Роспатент отказывает в регистрации таких товарных знаков. Совершенно сейчас это фактически исключено. Но тема на самом деле очень интересная. Мне кажется, этой теме можно выделить определенное эфирное время. В следующих программах обязательно мы с вами встретимся, я надеюсь, подискутируем на эту тему. Давайте вернемся к теме экономического форума и непосредственно ваше участие, ваше выступление на сессиях. Вы сказали, что наследие Ингушетии – это работающий капитал. То есть сегодня это, возможно, такой прибыльный, скажем так, в кавычках, бизнес для нашей республики. То есть наше наследие, и этим наследием мы можем пользоваться. Это дословно, досконально ваше выражение. Вот с чего вы начинаете этот перевод? С продукта, с аудитории, с инфраструктуры, вот, или же вот, непосредственно с самой упаковки смысла? Смотрите, в понятие креативная экономика, уже утвержденные федеральным законом о креативной экономике, есть 16 направлений. Сегодня вообще Северный Кавказ в целом, доля ВРП составляет чуть больше 2% в Северо-Кавказском федеральном округе. И, как мы знаем, президент страны поставил задачу довести ее до 6% к 2030 году. Что у нас получается по статистике существующей? Чуть больше 6 направлений у нас сегодня вообще на территории Северо-Кавказского федерального округа задействованы именно в креативной экономике. Я вам скажу, есть общая статистика по Северо-Кавказскому федеральному округу, по регионам, по нашему, в частности, ну как бы нет. Поэтому я тема относительно новая. Поэтому, да, поэтому я брала тему Северо-Кавказского федерального округа, статистику. И отраслевая структура здесь выглядит так. То есть это гастрономия 30% занимает, программное обеспечение 22%, архитектура 14%, реклама 11% и кино 7%. То есть вот мы с вами видим, что у нас в принципе 6 направлений, да, которые сегодня имеют достаточно такой процент в доле ВРП. Но их в законе отражено 16 направлений. И когда на сессии я рассказывала о том, на примере Ингушетии, как, в общем-то, развивать креативную экономику и что для этого можно использовать, в Ингушетии
Мне кажется, фактически все, куда не прикоснешься и не посмотришь, так или иначе относится к креативной экономике, и все можно и нужно развивать. То есть у нас все-таки работающих направлений может быть больше 6. Может быть больше. Но давайте возьмем, я рассказывала о архитектурном бренде Ингушетии. Это как вообще отдельное направление. Да. Только в Горной Ингушетии более 4000 памятников под открытым небом, которые не имеют аналогов в мире. Вот исходя из этого, это может быть и туризм, да, то есть развитие туризма как уникальные вообще маршруты, тем более для стран исламского сотрудничества, в которое входит 57 стран. То есть, представляете, это в принципе халяльные туры, это все то, что, в общем, объединяет и то, что интересно. Кроме того, на территории Горной Ингушетии храм Тхабаирды, это древнейший храм на территории Российской Федерации. Это все может работать как и на туризм, так и на... Где, если не в Горной Ингушетии, снимать кино? Да. Анимация, кино. Напрашивается. Совершенно точно. Невероятные пейзажи, да. Где можно... У нас невероятно талантливые режиссеры, которые могут очень качественные и достойные картины снимать. Совершенно точно. Более того, я для себя вот привела пример, условно, Эйфелевая башня. Это продукт из металла. А для сравнения, Ингушская башня – это символ времени, это вот сколько истории она в себе хранит. И при правильной упаковке, мне кажется, это гораздо мощнее потенциал для развития креативной и вообще экономики Ингушетии и страны в целом, нежели там бесчувственное железо, просто которое в свое время было правильно в информационном поле преподнесено и упаковано. Да, совершенно точно. А ингушские башни, как сказал Раис Татарстана, Рустам Минимиханов в своем первом визите в прошлом году в Ингушетию, он сказал: у меня культурный шок. Я нигде в мире не видел таких башен. Потому что нигде в мире их и нет больше. Совершенно точно, не имеет аналогов. Абсолютно уникальные. Поэтому это богатейшее достояние нашей республики, наших людей, и, конечно, которое мы сегодня, вот это достояние все-таки по достоинству мы не используем, насколько мы это могли бы делать. К сожалению, это одно из направлений. Если мы говорим сегодня о народных промыслах. Здесь на полях сессии я рассказала о нашем удивительном головном уборе женском, курхарстве, да, который сейчас активно возрождается. Это головной убор, который не имеет аналогов в мире. Да, как бы это громко, пафосно не звучало, но это действительно так. И с этим, мне кажется, сложно не согласиться. Об этом говорит история, историки. Более того, это все, мне кажется, легко интегрируется в исламские страны и может иметь большой интерес. Мы знаем, что в этом году на показе мод в Париже из Российской Федерации участвовало 4 бренда, 3 из которых были ингушскими. Ингушские бренды. И совершенно талантливейшие девушки, они представили там и национальный костюм, и курхарс, вызвав море эмоций, и, в общем-то, все были удивлены, насколько это красиво. Национальный костюм. Давайте возьмем свадебный салон Зины Наркиевой. Это девушки шьют, которые продолжают сейчас работу матери своей. Невероятные костюмы, национальные, восстановленные. Это что-то потрясающее. Ты вот видишь, просто захватывает дух. Это и национальный свадебный костюм. И я знаю много людей, которые, и француженки даже, многие выходят в наших тёлкой замуж. То есть у них поступают заказы недалеко известные уже за пределами нашей страны, не только Ингушетии. Это... То есть, но здесь национальная принадлежность как таковая, она не важна, потому что люди видят, что это красиво. Совершенно точно. Да, естественно, да. История успеха наших дизайнеров Аскановых, Тама Кутюр, это история, когда от локальной мастерской, да, небольшой, девушки сегодня магазины в ЦУМе, в Дубае, то есть по всему миру показы. Это удивительно прекрасный продукт. Они совместили традицию с современностью. Это вот как раз то, что показывает, что, в принципе, девушки покоряют мировые подиумы, да, с использованием национальных костюмов. Совершенно верно. Поэтому это
тот капитал, который, в общем-то, нужно использовать обязательно. На самом деле регионы маленькие, численность народа тоже, вы знаете, да, самая, скажем так, среди Северо-Кавказского федерального округа, но очень много талантливых людей, которые могут развивать креативную экономику. Очень много. Вот на этот процент, получается, тут нас, конечно, Бог не обделил талантами. Это не может не радовать. Да. Вы знаете, что у нас есть еще уникальный бренд «Шади». Да? Это переработка рыбьей кожи в промышленных масштабах. Потрясающие изделия, галантерейные, вплоть до того, что наши художники стали делать из них картины из рыбьей кожи, из кожи кальмара. Когда вот это я озвучила на Тоже сайте, совершенно, да, такая фантастическая задумка. люди не всякий, не да, верят, кажется, ну, да. с трудом верят, восхищаются, когда ты показываешь, рассказываешь, мы возим сувениры, мы дарим коллегам. Это удивительные вещи, которые ну, нигде не имеют аналогов ни в стране, ни в мире. Поэтому, конечно, их нужно развивать. Мы знаем, что регионы и страны, которые развивают туризм, как правило, туризм он с чем связан? С мифами, с легендами. Да. Мы сейчас живем в эпоху, знаете, экономика впечатлений сейчас. Да? И мы, когда куда-то едем с туристической целью, мы смотрим, а что, чем нас можно удивить, что в плане впечатлений, что нам может это место дать. И когда изучали практику развития вот именно территории, совершенно точно, что люди часто, даже целые компании, да, там пиар-менеджеры, они придумывают эти мифы и легенды, в общем-то, там даже, где их не было, им приходится придумывать. Почему я говорю про наши ингушские мифы и легенды? Здесь придумать ничего не нужно. Здесь каждый камушек поднимаешь, и вот тебе уже мифы, легенды, и их много совершенно, да, вот, ну, большое количество. Почему у нас вот это направление не развито? Ну, давайте мы сейчас не будем поднимать тему закона, да, который совсем недавно появился, да, развитие креативной экономики. Вообще, вот почему, вам кажется, почему личный бренд Ингушетии, он не так хорошо разрекламирован, хотя это такое богатство на самом деле, как вы сказали, вообще всем, начиная от людей и заканчивая теми же башнями. Вот, где вот, не доработали? Слушайте, ну, вопрос он такой, мне кажется, очевидный. В силу исторических событий, да, мы не будем углубляться, но тем не менее. В силу того, что наша республика по факту на документах, да, 34 года сегодня исполняется, это по факту, ну, еще такой молодой человек, да, который только получил образование и делает первые шаги в карьере, если сравнивать. Ну да. Перед руководством республики, мне кажется, в разное время, да, в разные периоды того или иного руководителя всегда стояла задача, в первую очередь, социальное обеспечение социальных жителей, жить, садики, детские школы. Мы же видим, до сих пор, по сути, это этап становления. Да, совершенно точно. Да. Поэтому, мне кажется, вот первоочередные задачи руководителями выполнялись, максимум, да, прилагал усилия каждый руководитель. Поэтому у нас еще все впереди. Мы, собственно, сегодня уже достаточно сделали хорошие шаги в этом направлении, но я думаю, что сейчас с принятием закона федерального, с принятием регионального закона, в прошлом году в декабре глава республики подписал закон, то есть теперь у нас на территории Ингушетии действует региональный закон. Министерством экономического развития Республики Ингушетия еще 2 года назад была разработана программа поддержки местных брендов. Программа и сейчас действует. Мы в части, кстати, вот являемся соисполнителем этой программы в части регистрации интеллектуальной собственности. Как вот такие агитаторы, наверное, может быть, слегка уже поднадоевшие кому-то, но тем не менее я считаю, что это... Это вот очень важно, на самом деле, это очень важное направление, которое вы сейчас озвучиваете, направление важности, государственная важность, мне кажется. И на самом деле, сделаю здесь реплику, богатейшая, самая загадочная, уникальная история у нашего народа. Вот, нам надо научиться обязательно, и ваша прерогатива, скажем так, научить наших талантливых людей, предпринимателей, бизнеса, да, говорить о своей истории действительно красиво и преподносить, и, естественно, свою историю использовать для развития личного бренда. Радмила, как вы отделяете культурную ценность от экономической ценности? Вот здесь вот такая получается тонкая грань в вопросе развития креативной индустрии, чтобы вот проект реально масштабировался и приносил, соответственно, пользу.
Ну, для того, чтобы проект масштабировался, да, вот начну с конца вашего вопроса, конечно, необходима поддержка государства, поддержка соответствующих органов исполнительной власти, которые наделены правом, да, помогать и развивать. Потому что вы сказали, что у нас очень много талантливых людей, и действительно им нужна поддержка и помощь. Вот масштабировать, что нужно. Мы видим, что у нас очень большой потенциал, что в принципе руководством республики вот максимум усилий прилагается для того, чтобы развивать креативной индустрии, но есть и сдерживающие факторы. Мы со стороны торгово-промышленной палаты развиваем еще параллельно такое направление, как выставочно-ярмарочная деятельность. И это не случайно, это все цепи, в общем, одного звена, да, можно так сказать. Выставочно-ярмарочная деятельность напрямую связана с креативными индустриями, с креативной экономикой. Потому что вот те наши талантливые люди, которые производят какой-то продукт, им необходимо выходить на рынки, на международные рынки, на российские рынки, чтобы о них знали. И вот как раз выставочно-ярмарочная деятельность и является таким инструментом. Мы с 2023 года, вот в 2024 году мы провели презентацию инвестиционного потенциала на площадке Торгово-промышленной палаты России в городе Москве. И так последующие годы, 2025 год мы провели большую ярмарку с участием всех регионов СКФО. В этом году тоже прошла ярмарка, и мы планируем это все масштабировать, чтобы показать, люди удивляются, восхищаются тому, что делают наши мастера, но, безусловно, это нужно масштабировать для того, чтобы это монетизировать, для того, чтобы это стало приносить прибыль, безусловно. Что нужно еще? Какие сдерживающие факторы? Конечно, мастерам, нашим ремесленникам, художникам и все, кто вот в креативной индустрии, им нужна инфраструктура. Ну, первое, да, что необходимо. Это, безусловно, да, это необходимо развивать. Нужны постоянно действующий выставочно-ярмарочный комплекс, да, где, когда приезжают туристы, они могли в любой день зайти и увидеть ту потрясающую продукцию, которую предлагают. Это сувенирная продукция, это тоже часть монетизации, да, в креативной экономике. Даже, можно сказать, ну, такая хорошая часть монетизации, которая как раз приносит доход. Безусловно, нужна финансовая поддержка начинающим, вот, творческим мастерам. Это и кино, это и народные промыслы. Потому что самостоятельно сложно развиваться. Можно, но медленно. Быстрее, но когда... без поддержки, да. Здесь быстрее, когда вместе. Конечно, мы говорили о том, что необходима приоритизация ниш. Да, вот есть закон, есть 16 направлений креативной экономики, но мы, наверное, не должны их, это мое мнение, не должны развивать их все. Мы должны сделать точечно приоритеты. Браться за, да. Совершенно точно. Мы должны выявить свои сильные точки, да, которые нам известны, и конкретно двигаться по ним, то есть по приоритету и направлять их. Я считаю, что это исламская мода, да, вот, если говорить о экспорте, а мы должны в первую очередь, когда закладываем бизнес, думать не о том, чтобы продать на соседнюю улицу, а мы должны масштабно думать, чтобы мы этот продукт экспортировали совершенно точно. Да. И я считаю, что как раз вот Организации исламского сотрудничества, эти страны, для них интересен наш продукт, Ингушетии есть что предложить, просто нам нужно немножко масштабировать и заявить о себе в этих странах, потому что не всегда там доходит информация. Нужно маркетинговое продвижение. Нам, наверное, нужно обучить людей, которые... это первое. Первое — это кадры. Это которые должны конкретно заниматься продвижением локальных брендов и брендированием территории, потому что мы знаем, что брендирование территории, оно привлекает туриста, это то, что переводит в экономику, то, что приходит потом. Идея просто монетизируется, да? Совершенно точно. Вот я считаю, что эти направления нам нужно развивать, это такие сдерживающие факторы, которые пока... Это, кстати, не только там касательно Республики Ингушетия, это в целом вот по стране, поэтому и принят закон, потому что я уверена, что государством будут приняты последующие шаги, и уже есть понимание, какие сдерживающие факторы. Ну и, конечно, мы предложили на площадке, когда выступала, что нам вот нужно все-таки налаживать взаимодействие через систему ТПП, потому что, как вы знаете, система ТПП – это мировая система. В каждом государстве, в каждой стране есть торгово-промышленные палаты. И мы со многими коллегами сейчас, там были представители 27 стран, со многими пообщались, обменялись контактами.
И планируем дальше презентовать нашу продукцию, смотреть, в чем у них может быть интересно. Совершенно точно уверены, что исламская мода – это первая, да, это скромная мода, так называемая. Она будет иметь, и сейчас уже имеет достаточно серьезный интерес. И, в общем-то, мы можем эти страны рассматривать как потенциальные партнеров для экспорта нашей продукции. Да, вот действительно, надо масштабировать. Масштабировать возможно только посредством какой-то определенной поддержки со стороны государства, чтобы идеи у талантливых людей могли, скажем так, перевоплотиться в налоги для государства. То есть и там хорошо, и тут хорошо. На этом мы завершим. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Радмила Нальгиева, президент Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия. Спасибо вам, что нашли время, пришли к нам на эфир. Дорогие телезрители, на экранах своих телевизоров вы видите адрес электронной почты, на который вы можете отправить вопросы. Если они у вас есть, мы обязательно постараемся озвучить их в студии нашей программы. Нам очень важна обратная связь. Адик Калшин Мяждалыч.